Я адвокат, защищаю Ахмеда Барахоева. Что я могу сказать? Для меня большая честь работать в этом уголовном деле и представлять интересы сплоченного ингушского народа. На самом деле чувствуешь большое моральное давление в плане того, что настолько вот такое творится беззаконие, с которым я за свою 20-летнюю практику на самом деле никогда не встречался. И настолько беспредел вот этот, который сильно возмущает нас, каждого из защитников, и мы на судебных процессах на самом деле сдерживаем все свои эмоции. Для меня это тоже очередной, как и для каждого, наверное, из нас, большой опыт. Работает очень большая команда защитников. Причем я чувствую поддержку, что это не только те защитники, которые работают по данному уголовному делу в каждом судебном процессе, но и поддержка от разных инициативных групп, от правозащитников, других юристов. То есть работает на самом деле большая профессиональная команда. Идут постоянные обсуждения данного уголовного дела. На мой взгляд, здесь, наверное, не хватает какого-то общественного резонанса. Хотелось бы, чтобы об этом деле знали не только в Ингушетии, да, не только вот в Кавказских минеральных водах, где проходит это уголовное дело, а чтобы вся Россия, все люди, народ, чтобы далеко за пределами России знали, какое беззаконие творится здесь в 21 веке, когда, наверное, самые лучшие, я не хочу никого обидеть, но кого я непосредственно вижу повседневно, непосредственно в судах, когда эти судебные процессы проходят, это лучшие люди нации, которые стали на защиту своего народа, как это сделал и каждый уважающий себя ингуш. Можно сказать, практически весь народ, за исключением некоторых, ну, я не знаю, не очень хороших, скажем, людей, да, пытается противостоять целой машине, вот этому произволу, этому беспределу. Я все это время, когда в начале января, после новогодних праздников вступил в это уголовное дело, начиная уже волею-неволею изучать историю народа, погружаться в какие-то исторические аспекты. И каждый раз что-то узнаю для себя новое. Я не понимаю, как могло такое случиться и почему такое происходит. Каждый из нас понимает, что рано или поздно правда все равно восторжествует. И если не людской наш суд, то суд Божий всегда найдет кого наказать за все то, что происходит сейчас. Я ездил буквально несколько недель назад в Ингушетию, ездил в Магаз, сам своими глазами увидел, где это все происходило, потому что тяжело, не находясь там на месте, не зная, как в хронологическом порядке развивались события, читая только сухие, так сказать, материалы уголовного дела, разобраться во всей этой ситуации. Поэтому я привык все видеть своими глазами, походить ногами, так сказать, по этому месту. Но у меня мурашки, по большому счету, у меня мурашки были по коже, когда я это все видео, которые я смотрел, когда я разговариваю с людьми, когда я вижу очевидцев этих событий. Тяжело, на самом деле, морально очень тяжело работать, но мы все друг другу помогаем, определенная взаимовыручка идет. У нас достаточно сплоченная команда, люди, которые профессионалы с большой буквы, с большим опытом работы, с большой теоретической непосредственно подготовкой, которые знают законодательство от А и до Я.
И когда по ту сторону у нас сторона обвинения, которая к моему непониманию вообще недопонимает, наверное, в каком уголовном процессе они участвуют. Я не знаю, как это. Я боюсь просто кого-то обидеть или что-то неправильно сказать, чтобы меня как бы недопонимали, но все идет не так, как нам бы этого хотелось. Но мы дождемся того времени, когда мы уже сами сможем активно представлять интересы как сторона защиты по данному уголовному делу. И я уверен, что все те, кто находится в зале судебных процессов, и те, кто наблюдает за этим процессом извне, убедятся, даже те, кто, может быть, этого не знает, убедятся в том, что люди совершенно невиновны. Все те деяния, которые им квалифицируют, ну, максимум здесь можно в каких-то моментах увидеть, там, может быть, какие-то административные правонарушения, но уголовного состава ни одного из наших подзащитных нет. Я перед тем, как съездил в Ингушетию, был в следственном изоляторе в Пятигорске, навещал Ахмеда Барахоева. Жаль, конечно, что я познакомился с ним при таких условиях, но мы с ним очень искренне пообщались, он мне очень многое рассказал про ингушский народ, рассказал про историю своей семьи, рассказал про себя. Я до сих пор, на самом деле, под впечатлением и уверен в том, что каждый из нас, все те, кто причастен, все, кто находится в зале, все, кто находится за рамками этого судебного процесса, весь ингушский народ, все защитники, мы все вместе, взявшись за руки, так же, как это делали, когда происходили эти мирные митинги, мы сделаем все для того, чтобы правда все-таки восторжествовала. Весь тот правовой мусор, который имеется в материалах настоящего уголовного дела, его весь нужно опровергнуть и показать налицо, как это было на самом деле. То есть все вот эти юридически значимые факты, показать правду не только суду, а показать всем. Поэтому извиняюсь, что я так, может быть, не связано где-то что-то говорю, но я действительно переживаю вот за все, как вот только взялся за это дело, и по сегодняшний день я уже, можно сказать, я живу этим уголовным делом.